Привет, друзья! Едва мы успели привыкнуть к астрономическим суммам, которые тратят футбольные гранды на покупку сильных игроков, как Реал задал новый тренд – покупать за огромные деньги молодых футболистов на перспективу. В 2017-м сливочные подписали совсем еще юного и не имеющего опыта выступлений на высоком уровне Винисиуса Джуниора, заплатив за бразильского вундеркинда 61 миллион евро. Что побудило Реал пойти на такой риск? Оправдал ли Винисиус своей игрой ожидания руководства и болельщиков клуба? Если вам интересно об этом узнать, усаживайтесь поудобнее, мы начинаем. Отец привел Винисиуса в филиал Академии Фламенго, когда тому было всего 5 лет, твердо решив сделать из сына футболиста. Первый тренер Джуниора вспоминает, что почувствовал нечто особенное, когда мальчишка впервые коснулся мяча. А в 6 лет у паренька уже просматривался дриблинг, напоминающий технику взрослого футболиста. Своими финтами он так запутывал сверстников, что те называли его Робиньо и в шутку просили автограф. В 10-летнем возрасте Винисиус уже играл в главной академии Фламенго, а в 13 выступал за команду 15-летних ребят. Высочайшая скорость и широкий арсенал финтов, подкрепленные неуступчивостью, умением отдать точную передачу и прицельно пробить из любой позиции, заставили многие именитые клубы пристально следить за успехами атакующего венгера Фламенго. 5 лет назад Винисиус выиграл с 15-летними сверстниками чемпионат Южной Америки, забив на турнире 6 голов. А в 2016-м дебютировал за сборную Бразилии до 17 лет. В своем дебютном матче против сверстников из Чили он забил 2 гола и помог команде одержать победу со счетом 4-2. Но настоящим триумфом для юного таланта стал Копа Америка, который его команда уверенно выиграла, а сам Джуниор с 7 забитыми мячами стал самым результативным футболистом и был признан лучшим игроком турнира. Именно после этого на Винисиуса обратила внимание Барселона и даже готова была выложить за него кругленькую сумму. Однако ее обскакал Реал, предложив за бразильца на 15 миллионов больше. Уже будучи игроком сливочных, Винисиус дебютировал за взрослую сборную и сыграл вместе со своим кумиром Неймаром. Пройдя медосмотр в Реале, Винисиус Джуниор впервые сыграл за главную команду Фламенго и еще на год остался в клубе на правах аренды. А 10 августа 2017 он забил свой первый гол в матче против Палестино. В следующей игре с Атлетико Винни уже отметился дублем, проявив в полной мере один из своих талантов – высочайшую скорость. А в марте 2018 в Кубке Либертадорес Винисиус забил шикарнейший гол парагвайскому Эмелеку, показав миру еще один из своих скиллов – феноменальный дриблинг. Видя, что вытворяет Джуниор во Фламенго, Реал с нетерпением ожидал приезда бразильского вундеркинда, рассчитывая, что он со временем станет полноценной заменой Роналду. Но парню нужна была акклиматизация в столь звездной компании, поэтому сначала он поиграл за резервную команду, отметившись в ней результативными действиями. Затем вышел в стартовом составе в матче Кубка Испании и отдал 2 голевые передачи, а 3 февраля 2019 забил свой первый гол в премьере в ворота Алавеса. Но особенным для Винни наверняка будет гол, который он провел в этом сезоне в ворота Барселоны, как бы намекнув синегранатовым, что стоит тех денег, которые они когда-то на него пожалели. Винисиус Джуниор отлично импровизирует на поле, обладает выдающимся дриблингом и с мячом всегда на «ты». В этом сезоне он провел за Реал уже более 2 десятков матчей и во всех турнирах заметно прогрессирует. Как знать, возможно, уже совсем скоро он станет лидером атак команды. Во всяком случае, все предпосылки для этого у взрывного крайнего форварда есть. Кстати, напишите в комментариях, какого еще молодого таланта из Бразилии за огромные деньги подписал Реал, который уже забил несколько голов за сливочных, а в одном из матчей даже отметился хэт-триком. С нетерпением жду ответов. А на этом все, друзья. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и до скорого!